Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Тут для вас працуе Міхась Сільін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакте, Фейсбук, Аднакласнікі і на сервісе ў YouTube. Калі вы зараз нас глядзіце ў YouTube, то просто зараз цісніце лайк, цісніце на званочак, каб не прапускаць усе нашыя новыя відэа. Днямі з друку выйшла кніга. Яна была «16 жанчын, якія сталі часткай гісторыі Беларусі». Гэта гісторыі поспеху беларусак, якія жылі ў 19 і 20 стагоддзях і пакінулі значны след у нашай культуры, палітыцы і навуцы. Кніга выдадзена на 3 мовах у супрацоўніцтве 16 беларускімі ілюстратаркамі і мастачкамі. Чым цікавае гэтае выданне і чаму неабходна вяртаць забытыя імёны ў сучасную гісторыю, сёння нам распавядзе адна з ініцыятарак з'яўлення гэтай кнігі, стваральніца праекта «Гендерны маршрут» Ірына Саламаціна. Добрый дзень. Прывітанне, Ірына. Першым я пачну задаваць свае пытанні. Адразу бы хацелася б звярнуцца да нашых слухачоў і гледачоў з прапановай паўдзельнічаць у конкурсе, каб выйграць адзін з асобнікаў гэтай кнігі. Конкурс вельмі просты. У каментарах пад гэтым відэо напішыце, каго б з нашых сучасніц, з беларусак 21 стагоддзя варта было б дадаць да гэтай кнігі. Самыя цікавыя варыянты, каго і чаму варта дадаць. Самыя цікавыя варыянты мы з Ірынай напрыканцы эфіра паспрабуем выбраць і падорым гэтую кнігу. Добра, Ірына, першае пытанне. Увогуле, як я разумею, сродкі на выданне гэтай кнігі вы збіралі на Улі праз краундфандинг. І калі я вось сёння зайшоў на старонку, там я пабачыў, што кніга першапачаткова называлася 15 жанчын. Истории 15 белорусок. Ну да, там и немножко другое название было. Но опять же, знаете, мне кажется, вот то, что сейчас я буду рассказывать, очень связано с тем, какой вопрос вы задали слушателям и слушательницам. Потому что, знаете, вот я, в общем, сама исследовательница, и я занимаюсь исследованиями, в том числе и такими научными исследованиями. И много, в принципе, пишу, делаю мониторинги и опрашиваю женщин. Я работаю в gender studies, это имеет отношение к социологии. Но любопытно, что мне интересно делать какие-то чисто практические проекты. Почему? Потому что часто наука, если ты не ходишь в поле и не занимаешься какой-то практикой, то наука очень сильно отрывается от действительности. Поэтому я достаточно периодически делаю какие-то практические проекты. И вот у меня был такой, знаете, интересный курс по урбанистике, на который пришли молодые женщины. Значит, их было больше 20 человек, и они имели очень хорошее образование. Там 2 гуманитарных образования, очень хорошо знали историю западного искусства. И на мой вопрос: назовите какую-нибудь белорусскую, которую вы знаете, например, которая бы имела отношение к искусству в Беларуси, в какой-то области. И ни одна из этих 20 женщин, к сожалению, не смогла назвать ни одного имени, что меня, конечно, очень, в общем-то, как-то так впечатлило, после чего мы сделали в рамках вот этого курса такую мастерскую, прошлись по мастерским художниц, которые являются сами членками Союза художниц, и сделали такую, знаете, что ли, карту мастерских. Вот сегодня в этой карте 18 художниц, и мы, вот, допустим, на День музеев мы раз в год проводим такую большую выставку. И опять же в рамках краудфандинга у нас было 5-6 таких экскурсий, она очень хорошо тоже оказалась, что она хорошо очень монетизируется. То есть у нас люди покупали лот экскурсия, и, в общем-то, эти деньги все шли на сбор. И опять же, когда ко мне обратилась, в общем-то, одна женщина, у которой я брала в свое время интервью, она работает в сфере IT, а мы с ней после этого стали поддерживать отношения, там ходить раз в полгода на кофе. И вот один прекрасный день, у нее дочка, 5 лет. И мне, значит, как-то позвонила Наташа и говорит: слушай, дочка интересуется, в принципе, книжками, посоветуй какую-нибудь книжку. И я стала ей советовать, там есть такие очень яркие, очень интересные книги, как, например, там «Сказки юных бунтарок». Это американская литература, американские сборники, там уже 2 тома такие, там 100 женщин, изменивших в целом историю. Они на русский язык переведены. Ну, то есть есть «Цезарь убила Луна», то есть тоже 2 таких огромных сборника, первые 100 женщин, 100 Украины, которые поменяли историю Украины. И она мне стала говорить: нет, так давай, мне интересуют белорусские. Ну, естественно, я ей сказала, что, знаешь, к сожалению, у нас нету таких вот издательств, которые бы, в принципе, в общем-то, выпускали такие, знаете, новый такой жанр, очень популярный во всем глобальном мире, который называется girl power.
И она мне говорит, давай сделаем такую книгу. И так как, в принципе, я понимала, что той это... випадок, калі чагосьці няма, то трэба гэта стварыць Вот. самому. И я бы, конечно, не ввязывалась в всю эту историю, если бы у меня уже не был, вот, собственно говоря, вот этот вот апробированный маршрут по мастерским. И что я сделала? Я, в общем-то, написала общее письмо всем художницам, которые участвуют в этом маршруте женских мастерских. Опять же, в этой книжке есть информация про этот маршрут. И предложила, знаете, такой облегченный вариант. То есть я каждой художнице предложила выбрать для нее значимую фигуру в истории, в белорусской истории. Причем я не ставила ограничения, например, по периоду. То есть для меня не важно было, там, это будет какой век или хотя бы там, не знаю, современность какая-то. Но, в принципе, важно было обосновать, почему эта фигура, не знаю, там как-то является моделью или почему она должна быть. Вот как вы сейчас зрителям сказали, да, собственно говоря, почему она должна быть. То есть что важного в ней такого было, что она, в принципе, может быть какой-то ролевой моделью, да. И понятно, что художницы долго думали, долго выбирали. Опять же, учитывая то, что я все-таки очень хорошо тему знаю, у меня большой архив, безусловно, я там предложила ряд имен. И в общем сложности я переписывалась приблизительно с 50 людьми, которые были вовлечены каким-то образом в этот проект. И в итоге у нас сначала была идея сделать 12 героинь, потом у нас стало 13 героинь, потом... В общем-то, у нас стало 16 героинь. И, опять же, я очень рада, что, например, иногда, опять же, наши художницы, ну, я думаю, как и художники, любые творческие люди, они, в общем-то, не соблюдают дедлайны. То есть это творческие люди, они всегда связаны с тем, что, не знаю, там, есть вдохновение, нет вдохновения. И поэтому в этом смысле мы эту книжку делали 1,5 года. А с другой стороны, знаете, там были такие очень интересные случаи, когда, допустим, дочка Катя Сумаревая, она, в принципе, очень сильно маму, так скажем, дисциплинировала по поводу того, чтобы рисунок закончить. И поэтому мне кажется, что это здорово, когда именно дочка, как бы маму, что называется, как-то вот... И вот они сделали разворот Плятера, поэтому у нас, в общем-то, и Марейка, она тоже, то есть дочка Кати Сумарева, она тоже учится, в общем-то, и тоже отлично рисует. Она тоже, я думаю, что она полноценная художница, потому что именно тоже благодаря ей был другой пример, когда, в общем-то, дочка, мама доделала рисунок, дочка не доделала рисунок. Но в целом, мне кажется, это, знаете, такой коллективный труд, который, в принципе, дорогого стоит. И мне, опять же, для меня это, знаете, такое, что ли, исследовательское включенное наблюдение. И я думаю, что, опять же, почему я думаю, что здесь не только 16 женщин, но мы, в общем-то, делаем видимым и 16 известных художниц, которые, в принципе, все, ну, за исключением Марийки, являются членами Союза художников, и они, в принципе, мало видны. И, опять же, проблема эта, возможно, не знаю, возможно, многие ее не видят, некоторые и видят, но просто, опять же, на прошлой неделе Светлана Алексеевич анонсировала, в общем-то, ну, то, что она будет заниматься женским изданием, и она, в общем, достаточно радикально высказалась на эту тему, что выпускаются книги мужчин, а где же женская литература, да, и, собственно говоря, опять же, ну, если Нобелевская лауреатка может себе позволить взять и основать женское издание, значит, все-таки что-то у нас не то, да, в целом, ну, как бы вот в этом балансе видимости публичном. Поэтому в этом смысле я очень рада, что в серии «Гендерный маршрут» вышла 5-я книга, и я очень рада, что мы фактически, ну, можно сказать, сделали такой маленький первый шаг вообще в появлении такого жанра в Беларуси Women Power, и поэтому для нас, например, было очень принципиально, чтобы эта книга вышла именно на мове, то есть на белорусском языке. И опять же, здесь нужно отдельно сказать, что макет, мы очень долго думали над макетом, потому что изначально было заявлено 3 языка, но все-таки если наша целевая аудитория это все-таки девочки и молодые женщины, то есть там, хотя в книге стоит плюс 12, но она предполагается, что, в общем-то, это какое-то такое совместное чтение родителей и девочек, и, в общем-то, у нас тоже такой там слоган есть, что если это смогла сделать она тогда, то сегодня уже ты точно сможешь это сделать, да, потому что мне все-таки кажется, условия меняются, и опять же к тому, что вы сказали, у нас есть 2 героини, которые до сих пор живут. Это Зоя Литвинова и Зоя Каткова. Какие есть у книги. Да, которые есть в книге. Да, их разворот сделала Илона Кособука. И для нас это тоже очень важно, потому что, в принципе, мне все-таки кажется, что эти обе художницы, они внесли очень сильный вклад, допустим, в развитие тех же каких-то архитектурных каких-то вещей. И то, что сегодня это все уходит, это вот эта натура и, не знаю, там,
скандал был вокруг того, что вот это полотно их в ДК железнодорожников заложили, и, в принципе, администрация даже была не в состоянии оценить, что это является произведением искусства, да, и мне все-таки кажется, что это тоже говорит о том, что структура арт-поля меняется, и, в принципе, уже даже никто и не помнит, кто это все сделал. То есть, знаете, как бы вот эти все заказы, которые были осуществлены в советское время, они тоже, что называется, сменяются какими-то новыми трендами, и уже даже никто не в состоянии, не знаю, там, отличить, вот это является произведением искусства, или кто это сделал, имеет ли это ценность, да, и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле мне все-таки кажется, и опять же, я очень рада, что Илона Касабука, она все-таки выбрала, так же, как и Татьяна Радзивилла, она выбрала Аладову, которая 33 года была директором нашего национального музея, собрала, собственно говоря, коллекция нашего национального музея существует благодаря Аладовой. Но я больше чем уверена, что сегодня мало кто, ну, по большому счету, среднестатистический, я не знаю, там, пользователь, не знаю, там, социальных сетей, наверное, уже и не слышал, кто такая, в общем-то, Алена Аладова. Поэтому мне было очень приятно, когда, в общем-то, художницы выбирали каких-то значимых фигур, которые, в принципе, долго работали в Беларуси или пытались менять что-то. Добра, калі з густамі мастачак зразумела, што тут у кнізе прадстаўленыя таксама людзі таксама творчых прафесій, таксама мастачкі. Хто тэзісна можа некалькі імёнаў пералічыць, хто ў кнізе не звязаны з жывапісам? Нет, это я просто... Это, знаете, как, собственно говоря, все художницы, но у нас есть, например, и дизайнерки, то есть те, кто, в общем-то, в смежных специальностях. И опять же, было, знаете, было интересно, потому что, ну, понятно, что это же, знаете, как нужно было... ну, как скажем, еще провести такую исследовательскую работу, то есть нужно было почитать. Там многие, ну, были те, кто, например, знали о героинях и сразу очень выбрали. Были те, которые, в принципе, смотрели, допустим, на предложенный список из тех героинь, которые могут быть, и выбирали. И вы знаете, у нас, допустим, есть одна социальная художница, которая, ну, или там дизайнерка, и она выбрала Стефанию Станюту только потому, что, в общем-то, со Стефанией Станютой дружил родственник семьи, и даже вплоть до того, что она сходила вот в музей, то есть вот есть при театре музей, и она, собственно говоря, попыталась на нее посмотреть глазами, вот что называется, своего родственника, да, то есть были какие-то такие, но опять же, нужно понимать, что... Вот в этой книзе не обошлось без кумовства такого. Да, ну, знаете, но мне кажется, это как бы хорошо, потому что это тоже, знаете, вот Минск, в принципе, он очень маленький город, и если мы немножко глубже копнем, то все равно мы все как-то друг с другом связаны, особенно в творческой среде. Поэтому, я не знаю, знаете, я помню в 90-е годы первые концерты, я не знаю, там Ляписа Трубецкого, опять же, здесь на Карла Маркса во дворце Шашек, и я помню свое состояние, когда я туда приходила, и я там знала не каждого второго, а я там знала каждого первого, и поэтому в этом смысле мне все-таки кажется, что в этом и есть наша локальная специфика. Или, опять же, вы знаете, вот одна из художниц тоже выбрала, например, Софью Гроссман, это очень известная парфюмер, она входит в 50-ку самых известных парфюмеров мира. И когда, в принципе, мы анонсировали, когда я, например, в социальных сетях написала, что вот у нас будет такой разворот, то, знаете, развязалась такая дискуссия, и мне, в общем-то, в комментах написали, а вообще сама София Гроссман знает о том, что вы тут ее вписываете вот в белорусский. И для меня, знаете, вот я, например, стараюсь такие вещи, в общем-то, перед тем, как комментировать, стараюсь проверять, потому что меня вообще сложно уличить. Я, в общем-то, за контент полностью отвечаю. Почему? Потому что я знаю материал, то есть я знаю мат-часть. И так как я, в общем-то, знала, что в 2013 году София Гроссман вернулась в Белоруссию, поехала, конечно же, от этой деревни, где она выросла, ничего нету, но, тем не менее, как она рассказывает про это поле с незабудками. И в Большом был огромный материал, вместе с ней интервью. И, собственно говоря, хорошо, что, в общем-то, у Большого есть архив. Я просто достала этот материал из архива и послала ссылку, где, в принципе, она рассказывает, почему для нее очень ценно вспоминать о том, что она именно отсюда, и почему для нее важно сюда периодически приезжать и находить это поле,
и как она рассказывает о том, что в те времена не было игрушек, и, собственно говоря, цветы, это был для нее это была замена этих игрушек. Она до сих пор помнит запах этих цветов, и она может очень легко найти эту поляну, где все это было, несмотря на то, что там уже, собственно говоря, нету, ничего нету, да. И вот в этом смысле, это, знаете, это тоже, мне все-таки кажется, что это немножко про память, про то, как работает память, потому что я не думаю, что, вот знаете, женщин каким-то образом сознательно вытесняют, что ли, из литературы. Просто есть некий такой канон, но из которого на самом деле периодически, в общем-то, какие-то такие значимые фигуры выпадают. Или, например, опять же, вот что меня тоже вот удивило, что, масса из этих женщин, или, допустим, Плятер. Вот знаете, когда, допустим, ты читаешь очень много статей про Плятер, опять же, когда мы составляли тексты, для нас было очень важно, чтобы, знаете, в общем-то, информация про этих женщин, она не была, что ли, знаете, так затемнялась рядом стоящим каким-то известным мужчиной. Потому что если мы почитаем, есть очень много текстов про Плятер. Но, знаете, для меня символично, что обычно они как-то пишут через поэму Мицкевича, который ее вспомнил. И это, мне кажется, как-то так очень любопытно, потому что я думаю, что если бы Плятер не была достаточно, в общем-то, популярной, очень известной фигурой, то про нее бы и не вспомнил бы поэт, да, то есть не нужно, смещать акценты, да, то есть, или еще, вот опять же, вот с Плятер связано то, что очень много пишут, что она там интересовалась белорусским фольклором, но нужно понимать, что это был аристократический род, который фактически имел, не знаю, свои такие предместья не только в Беларуси, но точно так же, как и в Польше, или там в Литве, или в Прибалтике. И она на самом деле интересовалась фольклором, но она интересовалась фольклором не только белорусским. Она в целом просила крестьян, чтобы они там пели эти песни, и она на самом деле это все сохраняла. То есть, знаете, и вот наши тексты, то есть мы постарались так выверить эти тексты, то есть мы тоже берем очень известные факты, но мы все-таки показываем, насколько эти женщины добивались того, что они хотели, насколько они шли к своей цели, насколько это было сложно им сделать, но тем не менее они это делали, да, и не благодаря там каким-то великим мужчинам рядом, да, а скорее вопреки, именно благодаря тому, что они сами были по себе такие, целеустремленные. И для нас это важно было, опять же, тут вот я хочу сказать, что, конечно, вот тут нету какого-то, знаете, вот такого. То есть тексты очень простые, и тексты, они базируются на очень известных фактах. Просто другой вопрос, что, знаете, вот я когда первый раз прочитала «Сказки юных бунтарок», там, например, был текст о Йоко Оне, и там не было Леннона. И я вот его прочитала, в принципе, я ничего нового не узнала о Йоко Оне. Но то, что меня зацепило, то, что я, пожалуй, впервые в своей жизни читала текст, где рядом с ней не стоит, ее не затмевает некий кто-то, кто, в принципе, тоже очень известная фигура, но она там сама по себе, да. И, собственно говоря, мы тоже попытались, в общем-то, так написать про этих героинь, то есть взять известные факты, в принципе, истории, но попытались написать именно о них и о их достижениях, а не о том, что рядом с ними были какие-то, не знаю, известные мужчины. Или еще вот я тоже хочу рассказать, еще тут у нас тоже был, то есть, опять же, в разные периоды женщины делали, и вот у нас вот Даша Сазанович, которая, собственно говоря, обложку сделала, она тоже такая социальная там активистка, много вот для Ситидога много делает иллюстрации и так далее, и так далее. И знаете, когда я ей предложила тоже поучаствовать в этой книге, первая фигура, за которую ее очень сильно зацепила, это была Рохля Фрумкина, в общем-то, основательница пивоварни, и она, в общем-то, Дарья, она как-то была потрясена тем, что почему, собственно говоря, брендируют, в общем-то, этот бизнес через Чапского. То есть если Рохля является, и опять же, история Рохли, она очень интересна, потому что до сих пор сохранилось письмо, которое она написала императору. И, собственно говоря, император ей позволил, в общем-то, на этом куске взять кусок, в общем-то, расшириться, да, расширить вот этот бизнес расширить. И именно благодаря этому мы сегодня знаем о том, что знаем, как выглядит ее почерк, и знаем, что была такая персона.
Но опять же, я не знаю из чего, то есть я не смогла ответить на вопрос Дарьи, почему, собственно говоря, маркетологи решили эту пивоварню брендировать через графа Чапского, а, допустим, а не через Рохлю, хотя у меня есть свои гипотезы на этот счет. Но это, опять же, из области того, как из истории выпадают фигуры известных женщин, потому что все-таки Рохля больше 20 лет бизнес развивала, стояла у его истоков, и на минуточку она еще и была матерью, то есть у нее было 14 детей, то есть она прекрасно сочетала и ведение бизнеса, и семейную жизнь, и муж ей в этом бизнесе прекрасно помогал. То есть здесь не было никакого или-или, и, в общем-то, на мой взгляд, это тоже почему бы, собственно говоря, не вспомнить о такой фігурі. Добра, пра мэты кніжкі збольшага зразумела і пра аўдыторыю кніжкі, для каго напісана, таксама распавялі. Як будзе распаўсюджвацца кніжка? Гэта камерцыйны праект ці не? Знаете, нет, это, конечно, не коммерческий проект, потому что половину тиража на краудфандинге уже, в общем-то, люди выкупили. Плюс, а другая половина мы хотим, во-первых, отправить по сети библиотек, по публичным библиотекам, потому что, опять же, знаете, те деньги, которые мы собрали, это только, в общем-то, покрывает небольшую часть тиража, и, в общем-то, наши вложения, они тоже были достаточно такие существенные, и, опять же, вот мы тоже вчера, когда мы подписывали, то есть у нас часть книг, у нас 100 книг, был лот с автографами художниц, и вот мы вчера, когда сидели в мастерской и подписывали все эти, значит, книжки, мы тоже все думали, конечно, 500 экземпляров – это катастрофически мало, то есть мне там, например, пишут из Польши, не знаю, там с Украины. И я хорошо понимаю, что я, собственно говоря, не издатель и не издательница, и я не могу, в общем-то, взять на себя вот этот промоушен этой книги. С другой стороны, знаете, я думаю, что потенциально, конечно, если найдется такой глобальный спонсор, который, например, даст на переиздание этой книги, то, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы ее переиздать, потому что все исходники у меня есть, никакой проблемы я в этом не вижу. Но, опять же, мне все-таки кажется, что для того, чтобы такой продукт делать именно коммерческим, для этого нужно совершенно другие навыки и совершенно другие сети, да, потому что, еще раз, все вот эти книжки, которые я вспоминала, то есть это и сказки юных бунтарок, и, опять же, «Це зробила вона», это книги, которые инициировали, в Украине это инициировали коммерческие издания. Или, допустим, в России есть вот такое издательство «Бомбора», которое, в принципе, специализируется на книгах для девочек, и это коммерческое издание. То есть у них есть для этого штат людей, которые, в принципе, или, там, не знаю, есть издательство «Миф», точно так же, который через интернет-магазины распространяет, но это их вложение, то есть это не наше вложение. Поэтому, безусловно, это не коммерческий продукт. Тому яшчэ больш цікавей будзе нашим слухачам і гледачам паўдзельнічаць у конкурсе. На жаль, нам зараз у простым эфіры ніхто ў каментарах нічога не напісаў, але тым не менш можаце пакідаць у каментарах пад гэтым відэо, калі яно захаваецца, мы адсочым разам з Ірынай, адгледзім гэтыя каментары. Ірына Саламаціна сёння у нас была ў гасцях. Шчыра дзякую за тое, што завіталі да нас. Да, спасибо. Да сустрэчы. Заставайцеся на хвалях і Еўрарадыё.